Мы едем в Зеленоградск. Всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. С Новым годом. С Новым годом и вас. Да. К морю поедем. Родной отель? В родной отель. Какой родной отель? Ну, наш родной, Балтийская корона. Почему родной? Потому что мы всегда там останавливаемся. Постоянно туда. Да. У них сейчас цены хорошие. Летом очень высокие. А вы не знаете, почему водонапорные башни везде ставили раньше в этом? Вот в Зеленоградске, в Светлогорске. Так как тот самый, не было мощных насосов, которые в точку потребления, ну в пиковая точка, могли бы обеспечить. Слабенький насосик целую ночь наполнял этот бак. Наверху. А потом с утра пораньше раз и раздача. Сразу всем. Естественным напором. Угу. Вот как бы, и тут, конечно, в этом плане они молодцы, они же все индивидуализировали. Ни одну одинаковую-то не найдем мы с вами. Ну да, а примерно каких годов-то эти все башни? Ну, наша вот Немцы 900, строили? по-моему, или 4-й, или 907 год. 1900 да, или 1900, Ага, ага. Примерно так все это дело и происходило. Вот, начало 20 века. Да. Но получается, немцы построили, а потом наши, когда уже на эту землю. Вот Зеленоградская конкретно, да, башня, значит, попытались ее реанимировать, протянули там какие-то трубы, соединения, воду дали, все хлынуло и бросили. То есть они ее хотели использовать, но не вышло. Да, но не вышло. Вот. Но тут надо еще, смотрите, одно дело, тот же Зеленоградск, предвоенный 45-й год, население порядка 5-6 тысяч. Это вот прям перед самым окончанием войны резко возросло. Ну да. Поскольку уже там беженцы побежали, да? Угу. А так-то он 3-4 тысячи населения было. То есть снизилось. А перед войной повысилось. А перед войной повысилось. Да. Угу. Вот. И, собственно, мы, когда стали хозяевами, да ведь население так и осталось на этом уровне, даже может быть чуть меньше. Не сразу же там 5-6 тысяч. А сейчас? Сейчас уже 16 говорят. 16? Я думаю, что больше, да. Может посмотреть на эти застройки. Застройки большие, а еще и туристы ведь едут, и Да. народу-то Вот все равно в городе больше. Летом в хорошую погоду у нас реально 45 тысяч жильцов, проживающих в отеле, плюсом сдающиеся в аренду, плюсом как летняя резиденция у многих здесь недвижимость. Ну и получается реально в 3 раза больше. Но если погода плохая, то как бы вот народ мониторит, это видно сразу. Да, очень близко к Калининграду. Зеленоградск? Да. В смысле По погоде, большой берег. Смотрят. Нет, я имею в виду с большой земли, мониторят. Понял. Да, и с самолетами приезжают. То, что местное, это понятно. Ну вообще с Москвы же 1:40 и все. Да, как на Легко. трамвае. Причем 1:40 с Москвы, и потом там от Храброва до Калининграда, что до Зеленоградска одинаково ехать. По-моему, до Зеленоградска быстрее получается. Быстрее получается, мы ездили. Хотя ехать-то чуть подлиннее, 3 раза. Тут вот от Калининграда 8 километров к аэропорту. Ага. А до Зеленоградска 18. Ну да.
Вообще, ко мне подруга приезжала, Марина, и она приехала в аэропорт, да, и мы ее решили свозить сразу с аэропорта на море. Было вообще быстро, быстрее, чем в Калининград добираться до дома. То есть это однозначно. Вот. Скажите, вот сейчас вот такая погода на Курскую косу, когда лучше вообще, есть ли сезоны сюда? Вы знаете, вот коса такое место, она во все времена года. Во-первых, разнообразно, вот, удивительно, и там, даже сегодня приедем, вот в эту вот погоду, все равно будут люди. Да, то есть наплыв туристов идет в любом случае в косу. Да. И у меня вот сейчас каникулы были, да, эти новогодние. Вроде бы как бы не очень погодка-то была, да, такие Ну дни? да, да. Но я проводил экскурсии, у меня, не знаю, все каникулы были, и в основном на косу. Было у меня Янтарный, Светлогорск, и так было, что прям, ну, в один день 3 заявки. То есть я не успевал, день короткий световой. Это что касаемо вот, гостей, они в межсезонье, приезжая, и отзывы, сам понимаете, отзывы очень такие, да, совершенно верно. Несмотря на непогоду. Так интересно же людям, конечно, Да, интересно же. А если добавить комфортные температуры, возможность там пообщаться с морем, да, песочек там, босиком пощупать его, это уже совсем по-другому. Но вот сегодня в такие межсезонные погоды по 5 часов я проводил экскурсии. Комфортное время. А там коса, вот я видел в начале асфальт, а дальше асфальт тоже есть? Или... А она по всей косе асфальт. А вы ни разу не были еще? Нет, да? я Он еще не был. Вам надо побывать. Вот. А так-то, вы знаете, вся коса 98 километров длины. И вот по ней идет дорога, одна единственная, асфальтированная. То есть по этой дороге мы едем, упираемся через 50 километров в погранпереход, дальше Литва. 48 километров косы, это Литва. Ну, у нас 50 только, да? Я У думала нас 50. 62 почему-то. Нет, 50. 50. Да, Мгм. это вы, наверное, 62 цифра, это длина Вислинской косы, Балтийской. А, Балтийской, да, Да, длина общая Балтийской. длина. Ну, у нас же там меньше гораздо, чем у поляков длины, да, вот этой? Да нет, у нас там пополам, но другое А, дело, пополам? что там погранперехода нету. Нету? Нету, там глухая граница. А глухая это как? Закрыто и все, невозможно пройти, да? Невозможно. Все поняла, Глухой забор. поняла. Погранперехода нет. А здесь можно в Литву по Курской, если Да. ехать? Да, можно в Литву попасть. Шенген, загранпаспорт и вперед, причем не только на автомобиле, возможно, и на велосипеде. Нет, ну а подождите, а переплывать залив разве не надо? В Литву. Ну, смотрите, вот как коса устроена. Сейчас вот чисто схематично. Моя рука это коса. Да. Мое плечо это корень косы, это Зеленоградск. Ну корень да. косы в Зеленоградске. И она дугообразна, но слева море, справа залив. Ага. И коса заканчивается, упираясь в пролив, который соединяет залив и море. Так. И мы с косы на материк в Клайпеду только паромом. Вот, я и думала, Да. что там только переплывать. Конечно. Но мостов никаких нет, потому что Клайпедский порт очень хорошо развит. Там Мгм. Советским Союзом строили. Автотрафик слабенький. Паромы Мгм. как горячие пирожки ходят. Мгм, И на самой косе, прямо в окончании косы, значит, шикарный совершенно музей моря старой крепости. Вот я не была в музее моря. Шикарный. Они еще сейчас его реконструировали, построили тоннельный бассейн Это в конце или в начале? в конце. В конце. Это уже около Да, Литвы. всё. Ага. Вот, уже даже и паром проезжаешь. А, даже паром проезжаешь. Ну, в смысле, да, паромная переправа остается сбоку, Мгм. а ты чуть дальше, и вот тогда уже попадаешь в этот музей. И еще прям вот на самом окончании косы дельфинарий. Дельфинарий? Да, шикарная программа. Дельфины, тюлени дрессированные. Ну, Так
они шикарно, синхронно работают, что вот прямо и слеза, знаете, вот я такой сентиментальный немножко, да? Ага. Но, слушайте, они в нужную секунду, в нужном месте. Все синхронно, да? Вообще там сделали то, что вот нужно от них. И я думаю, ну вот. Но это на нашей человек... территории, да? Нет, нет. А, не на их. ага. Ну это на Шенген, чтобы, да, туда Да, попасть. Шенген. То есть, а еще шикарное само по себе приключение, короткое, это паромная переправа вот эта. Вот. И Клайпеда старая. Она очень компактная по размеру, и по ней погулять часика полтора пешочком, все улочки эти обойти, вот, собственно, ради чего можно ехать. Ну вот да, в Клайпеде-то я не была, конечно. Литву мне нравится гораздо больше направления, чем Польшу. Ну а если транзитку оформить за 5 евро? Нет. Значит, смотрите, по транзитной визе вы должны пересечь Литву, а соответственно это должны быть разные погранпереходы. Все, надо в Россию попасть. Да. Все, поняла. То есть транзитка, она и подразумевает, что ты пересекаешь две границы в одну сторону и две в другую. Да. Все. Совершенно верно. То есть нужно Шенген оформить на год, как вот у нас раньше было оформлено. Потому что вы по транзиту, ну понимаете, не можете туда и обратно. У меня просто виза кончилась, и мне было интересно, как. Ну вот никак, только платить. Только платно. Да? Поняла. Ну, вообще, конечно, в Клайпеде интересно было бы побывать, съездить на пароме Очень, туда. Очень интересно. Я не один раз там бывал. У меня есть гости, которые не один раз там бывали. И если есть возможность, возвращаются все равно. Вот. Но вот смотрите, получается, если с вами ехать в Клайпеду, да, вот у нас, допустим, если визы будут, это примерно сколько будет? Вы знаете, вот такие заграничные поездки, да, они всегда, и местные маршруты тоже, почасовая оплата. А, почасовая. Почасовая оплата, да, потому что трудно фиксированно какую-то сумму обговаривать, все зависит там, но иной раз границы. То быстро, то медленно, понимаете, да? Да. Потом вы планировали там один маршрут погулять, но вам понравилось, вы прикипели и потерялись там. В этой Клайпеде тоже, да? Вот. Бывает такое, да? Бывает такое. А там вообще в Клайпеде какие достопримечательности еще есть? Ну вот просто улочки, да, погулять старый город. Да, старый город. Вот это больше всего меня там привлекает. Ну конечно, это в каждом европейском городе. Музея, собственно, музея хватает вот этого, который музей моря. Музей моря, конечно. В крепости расположен. И плюсом дельфинарий, и как бы все уже. А вот именно побродить, она же такая, знаете, там речка, да, течет, и вот прям через город этот старый. Архитектура сохраненная, восстановленная, хотя в войну-то тоже покрошили мебель. Здорово. Ну, конечно. Очень. Вот. Почасовая оплата, зарубежное направление 1000 рублей в час. Вот. И плюсом к этим расходам, если надо, значит, паромная переправа. Машину если переправлять, ну, я всегда говорю, лучше так. Машину оставить, прокатиться, прогуляться, потому что там в старой Клайпеде машина не нужна. Что ее переправлять? Там гулять только надо. Да, там ходить. пешочком ходить. Вот, я там схожу с гостями, покажу, что где там, что знаю. Вот. И плюсом еще экологический сбор литовский. Российский нет, а вот литовский, а он разный. Значит, вот сейчас в межсезонье это всего 4 евро. 4 евро. Да, но это дважды. Когда едешь туда, когда возвращаешься оттуда, литовцы дважды берут. Наши тоже дважды берут. Вот, но у меня, правда, что-то как-то год от года все жестче и жестче. Ценовая политика на пропуска там. Нет, они ничего не берут. Там единственное, что вот у меня 2 транспорта, да? Я покупаю самый дорогой пропуск, поскольку
пропуск. Я его взял и на любой машине поехал. Без депо. Есть пропуска, которые привязываются к номеру машины. Вот. Они подешевле, но мне такой не подходит. Ну да, вам да, тогда А на самой Курской косе какие музеи есть? Вот я видела там один музей. Как арт-пространство, как объект, у нас музей национального парка Куршская коса. Ага, поняла. 14 километр косы, вот он там расположен. Ну и, собственно, можно расценивать, наверное, станцию по кольцеванию птиц как арт-пространство, поскольку там гид орнитолог, да, проводит. В Ниге, на литовской стороне, есть музей Томаса Мана. Вот, ну, писатель такой в свое время, в советские годы еще. Сама коса, как музей, реально. Ну, я вот слышала, там орнитологическая станция есть вот это. Ну вот, да, станция по кольцеванию птиц, они... Да, потом еще вот мы ходили там в музей, потом вот этот танцующий лес, потом... Нет, подождите, вы спросили про музей, да? Нет, да, я и говорю, что вот достопримечательности-то... А другое дело, что маршруты оборудованные, да, может, конечно. Вот музей, проговорили, вы вспомнили танцующий лес. Есть такой маршрут, высота F. Высота F, да, я тоже там Миллера, была. Озеро Лебедь, Дюна Ореховая. Ну вот, знаете... А вот на этих я не была, ни на озере Лебедь не была, ни на дюне Ореховая, да? Есть аутентичные очень такие маршруты, не забитые вот этими большими авто. Ничего себе. Ну, а вы видели, как он? Прям ездят как сумасшедшие. Он как приперся, что... Вот у меня летом, когда комфортные температуры, экскурсии там по 8 часов часто, ну, и это норма. И неутомительно. я тоже еще не понимаю, как. Ну, есть ли смысл сейчас ехать? На косу? Да. Ну, сейчас, наверное, все-таки нет смысла, сейчас прям дождина. Ну, сегодня? Нет. Вот в этом этот время. сезон, да, в это время. Зимой, да? Ну, вы знаете, конечно же, по весне гораздо более приятно. Однозначно. Особенно вот этот период, когда зеленая дымка пошла, листва вот это вот, зеленый пожар, да, начало весны. Это просто великолепие какое-то. Народу еще не так много. Летом же туда идет такой огромный поток, что даже надо вот подстраиваться за временем старта. Чуть припозднился и будет пробка. Причем пробка будет такая суровая часа на 2. Ну, а вот если весной, там есть тоже покровы подснежников вот этих или белых цветов? Какие там цветут вот коврами у нас? А вот, я не знаю, мы там в детстве называли куриная слепота. Куриная слепота, это Да. желтенькие или белые? Беленькие. Беленькие? Да. Вот они вот прям покрывалами такие. Красиво. Ну вот я видела около Зеленоградска, по Да, дороге да. в Зеленоградск, прям В покрывало. лесочках там, да. И На такая косе то же красота. самое. Вот. А когда зацветает серебристый лох, как это красиво очень, в красном книге растет такое. Вот, очень красиво. А как он выглядит? А вы знаете, вот когда он сейчас стоит, значит, это на сухой такой палочке, да, ну, травянистая такая, Голубые. не-не-не, он серебристого цвета, такая капелька висит. Ух ты, Ну, как такого интересно. размера, да. А внутри большое зернышко такое, оно просвечивается прям. Это вот сейчас. А цветет он такие нежные, такие васильковые какие-то оттенки. Очень красиво. Так, Оксана, вот сейчас мы поедем, дождь, да? Казалось, что там делать?
Вот там же на косе 348 типов лишайников. 348 348. типов лишайника? Да. Это на деревьях или на И на земле? деревьях, и на земле. И вот в такую, она же влагу-то он впитывает сразу. Да. И представляете, там лес он по всем этажам сегодня зеленый. Зимой, межсезонье. Обалдеть. Внизу мхи, зеленые, сочные такие вот. Все стволы в лишайниках. Они же вот становятся пушистыми, контрастными. На влагу реагируют даже на туман. А вверху хвоя. Мне вот этот маршрут как раз танцующий лес. Вот прямо, когда дождь, мне прям благостно там гулять. Все зелено. Интересно как. Может, к весне съездить. Надо обязательно весной съездить, вот когда ковры подснежников и вот еще там, да, и вот это все. Круто. Может, весна, зима. Вот вы знаете, у нас 3 года назад то же самое творилось. Залив даже не замерз. Вот. Ну, а в этом году, по-моему, то же самое. То есть вы думаете, что тепло будет? Да? А ну посмотрите, как аномально по всей России, да? Ну, по всей России, да, тепло в этом году. А мы-то что? Москва с снегом. Когда в Москве морозы были, у нас всегда плюс был. Сегодня, когда в Москве плюс, так у нас тем более плюс. Ну да, в принципе, у нас вообще тепло. Да, по прогнозам, да. Просто я думаю, что в конце января, может быть, выпадет снег. У нас вот прошлый год февраль, вот когда вся зима случилась. Ну да, вот я и думаю, что поди так же будет. В феврале зима. Нет? Ну, хотелось бы хоть что-нибудь, А мне нет. да? Я не люблю зиму. Ну, это немножко обновление через снег. Ну, обновление, да, есть такое, Это одна конечно. сторона дела, другой. И еще момент. Все-таки зима, она паразитов разных. Ну, чтобы они сдохли, Да, все эти да. микробы замерзли. Потому что всевозможные тыля там, да. Нет, ну, в 15 году весной очень много было дождей. Они сохранили. Ну, этот период, когда они оптимизируются вот каждый год, вот, собственно, что является обработку делают локальные участки, типа парка работают, ну, территорию детского сада, там, школы. Ну, все на это. Ну, клещи вообще бешеные у нас в Калининградской области. Вот их бы всех заморозить, переморозить, Да. чтобы они все померли, эти Ну, клещи. зоны леса — это не их территория. Ну Не да. любят они. Они любят смешанные. Лиственные. Ну вот хотя я же с Урала, у нас же хвойные леса, а клещи-то навалом. Да? Навалом. А тут зависит, наверное, от типа соснового бора. Ну, они же не сосновые. Вот, допустим, на Урале еловые. Плюс там березки где-то встречаются, вот и все, и они уже не хвойные. Травы много, вот они там и живут. Плюс березки, иногда, говорю, встречаются, и все им хватает. И они полностью... А где сосны, конечно, там мало клещей. Там же, вот где сосны растут, травы же нет практически. Там же все как-то какое-то такое вот... Земля такая странная. Ну, сосновые поры. Ну да. Разные типы. Вот у нас на косе, где танцующий лес, бор зеленоможный. Зеленый мох там, да? Внизу зеленый мох. И вот этот лес, он абсолютно лишен подлеска. Вообще
орляники, а есть беломошники. Так что вот в зависимости от типа состава двора и насекомые разные. Однозначно. Картина такая. Ну Но да. вот я, смотрите, Карелию, да, 16 лет. За 16 лет где только я там не ходил, ни за ягодами, ни за грибами. Ни раздетый, ни раздетый. Хоть бы один вещь. Был одного. Ни одного. Это в Карелии так. Карелии, да. Ну там, смотрите, зимы хорошие, серьезные, лед метровый, Ну да. промерзает все это дело. Вот. Плюсом, опять же, в основном сосны. Хотя нет, елки, очень много елок. Вот на дрова-то елку берем. Ну вот. Но вообще вот я вообще всегда думала, это же Карелия, это между нами и Питером, типа того. Не-не-не. Это между нами и Мурманском. Между нами и Мурманском. Это даже вот между Питером и Мурманском, я бы так говорил. Ну да, правильно. наверное, да. Ну, короче, там прохладненько. Ну вот в сентябре у нас, мы были в сентябре с 4 по 22, по-моему, сентября. Дважды ночью минусовые температуры. Ну, в сентябре Палатки. минусовые, это, конечно, уже Палатки серьезно. во льду, кружка вода замерзшая, да, лодки во льду, да, 2 ночи. Да. А как без снежка? У нас снаряжение такое, что вот как раз даже такие минусовые температуры мы себя комфортно чувствуем. И одежда. Ведь днем минус, а днем-то может быть и 16 градусов тепла. Да, жарко даже. А еще, а может быть и с ветром, и с дождем. То есть у нас и от дождя снаряжение, и одежда, и от мороза, Ну да. и купальник. И купальник. От всего есть и купальник. Да, и купальник. Ой, зелененький домик там вот. Проехали. Вы в этом году-то не были еще в Зеленоградске, да? В этом году не были. А у нас каток открыли. А где он? Будем сейчас проезжать, покажу. Хорошо. И там коньки в прокат. А мы никто из нас троих не умеет кататься на коньках. А там есть вот для таких, да, крутых фигуристов, такие, видишь, штуки за нее держишься перед собой. Ходунки. Ходунки. Старички. Как у старушек, да. Ходунки, как у старушек. Нормально, нормально. Ну, какой Зеленоградск сегодня. Дождливенький. Не, ну с утра был вполне себе уверенно без дождя. Хотя облачность была плотная и ниже гораздо. Сейчас вот пошли просветы, да? Ну, пошел дождь. Но я надеюсь, что он закончится, и мы сможем погулять. Хотя мы в любом случае пойдем гулять даже по дождю, конечно. Но хотелось бы не вымокнуть до нитки. Он, кстати, не сильный дождь. Ну, не сильный, так моросящий. Так, через раз. Угу. Брызнуло немножечко. Прошло, да. Я думаю, что сегодня осадков-то не будет особо. Я тут выкладывала, ну, вот такие эти записочки свои там в Инстаграм, ВКонтакте. И там зеленая трава на фоне. Меня спрашивают, это у вас зима такая? Почему у вас трава? Эй, что происходит вообще? Я смеюсь, говорю. У нас не бывает снега в этот период времени. В январе, говорю, редко когда. Больше в феврале. Это вам надо тогда фотографии косы отослать. Вот мне вопрос. А там что? Еще зеленое все. Все зеленое. Ну вот я и говорю, что вот прям люди в шоке. Почему у вас все зеленое? Что происходит вообще?
яркие цвета у этих мхов. И там зеленые мхи и серебристые, да? По мхам у нас тоже все в порядке. Весь набор. Да. Я говорю, по лишайникам это каким надо специалистам быть, чтобы разобраться в этих 4 сотни, да? Ну это надо суперботаником быть, Да. чтобы разобраться Нет, в ну, я так 400 визуально лишайников. Там прямо вот вижу разные мхи. Ну это реально там 5, ну 10 я могу отличить по лишайникам, да? А дальше-то это 3,5 сотни. Далее. Да. Чтобы Тут лепесточек подлиннее, тут он покруглее. Вот станем мы старенькие, будет нам по 80 лет, и мы будем выучивать 400 лишайников. Чтобы мозги не засохли. 348. Ой, 348, хорошо. 348 лишайников будем выучивать, чтобы мозги не засохли у нас. Ну, Снегурочка с Дедом Морозом прошла в дни. Вот он каток слева, видите? Ага. Ледовая. Ледовая арена. Я, как обычно, ничего не увидела. Слева. Все нормально. Это же я. Да, на круг. Это же я. Я так и ничего не увидела. Начало катаний там начало часа. По стоимости 250 рублей, если со своими коньками, а если там берешь, то что-то за коньки еще рублей 200. Да. Ну и часик можно. Оп. Пошел лыжник. Скандинавская ходьба. Вот, очень много Скандинавская людей ходьба прям очень популярна здесь. практикуют. Люди по 17, по 20 километров проходят. Потому что круглый год. Что? По погоде круглый год можно заниматься Потом раздам. этой ходьбой. А вот Да и зато лыжи традиционные не увидишь, потому что на асфальте, сами понимаете. Да. Но был бы снег, и лыжников было бы. Здесь есть где Да, разгуляться. да. А велодорожку, читал в новостях, строят велотрассу, я так понял, на Курскую косу. Нет, где-то у не на кого-то косу. что-то брякает, мне кажется. От косы и вдоль берега, вот ее должны до Светлогорска велодорожку сделать, потом до Янтарного и вроде как до Балтийского. У нас вот тут вот начали уже делать, через парк протащили немножко. Да, я вот здесь видел ее на Московском, возле Московского. Ну что? Там, где кладбище, Да. получается, на- Оттуда она начинается. А ресторан 20-й Меридиан, по-моему, снесли, говорили, там что-то Ну там уже у дорожку них хотели. была стилизованная эта шхуна, Мгм. как кафе. Она немножко уже обветшала там дерево. У тебя что, интернета её- нет? На реставрацию. Да? Ну, разобрали. А вот Вов, раздай Максиму интернет, пожалуйста. У меня нет Wi-Fi. Заберут. Сломался. заберут они эту территорию под велодорожку, не заберут, пока непонятно. Ну, она сделана чисто для спортсменов будет, да, как бы? Для прогулок на Ну, велике. Да, там ролики, там. Ролики, Хотя велики. Ролики, если они плитку везде применят, то про ролики говорить не приходится. Только велосипед.